Пишу матери, он пишет матери, сына находил, мать ходил, Хасан, там, Марьям Касрат. Из чистого сердца хочу передать салам Машал. Эти весточки из далекого прошлого, строки из фронтовых писем ветерана Великой Отечественной войны Абдурахмана Сейнароева. В 1940 году он уехал на службу в ряду вооруженных сил Советской армии. Сначала служил в Северном морском флоте. Когда началась война, полк Абдурахмана перебросили в Ленинградскую область. В январе 43-го он получил тяжелое ранение и попал в госпиталь Вологды. И вот он 27 января там получил ранение, попал в этот Вологодский госпиталь. И уже по ранению его должны были комиссовать, но до того, как его комиссовали, он оттуда, как бы сказать, ну, не сбежал, а ушел, короче, на фронт. Не стал он комиссовываться. Тяжелое ранение, казалось, решило судьбу солдата. На том, чтобы вернуться на фронт, и речи не могло быть. Самовольно покинув госпиталь, сержант Сейнароев в военкомате назвался другим именем, сказав, что документы потерял на фронте. Так Абдурахман Сейнароев в одночасье стал Александром Сенеровым из Татарстана. Его мобилизовали в 223-й гвардейский стрелковый запасной полк. 24 марта 44-го Абдурахман продолжил службу уже в 157-м Рижском полку. Солдаты шли прямо на передовую. В полку воевало свыше 25 тысяч советских солдат и офицеров. Абдурахман погиб через 10 дней, 4 апреля, во время наступления неподалеку от реки Много в Псковской области. Их в течение 22 недель около 25 тысяч человек полегло. Перемирие с двух сторон объявлялось, и трупы хоронили, ну, уже не столько копать, закапывать их там уже не было сил, и где-то появлялся овраг там, или лощина там небольшая, вот их там с трупа собирали и закапывали. Родился Абдурахман Сейнароев в 1913 году в Галашкинском районе. До призыва в армию был депутатом сельсовета. К нему ходили учиться еще снов его, моя мать, его бабушка, и вообще так, и по духовенству, и душу Дендахди, тоже он был очень грамотный. Поиски могилы Абдурахмана затянулись на долгие 60 лет. С самого начала возникла путаница с документами. В похоронке, которую получили родственники, были указаны не все данные, только дата и место гибели, а где покоится солдат, было неизвестно. Усилия родных и близких ветерана увенчались успехом. Только в 2008 году стало известно, что сержант Сейнароев захоронен в братской могиле в селе Стремутка Псковской области. 50-е, 60-е годы, где массовые захоронения были, грунт начал проседать, и начались фрагменты захороненных трупов появляться. И тогда общий народ был поднят, и все эти трупы снесли в одно место. Это населенный пункт Стремутка Псковской области. Это 8 километров, не доезжая города Пскова. Ну, сейчас сам захоронен. Да, и там захоронение, там около 4000 человек захоронено сейчас, братская могила там. Семья Сейнароевых узнала о судьбе только одного родственника. До сих пор в списках без вести пропавших числится дедушка Багаудина по материнской линии Усман Далаков из Тайпа-Аздоевых. Родился в 1902 году в селении Верхний Датых. Багаудин рассказывает, росший без отца, он рано познал тяготы жизни, с 10 лет трудился наравне со старшими. Революционные волнения увлекли Османа в 15-летнем возрасте, когда он добровольно присоединился к отряду красных партизан. Участвовал в партизанских боях против Деникина, Краснова, и, значит, до 21 года он продолжил эту войну. И уже потом, когда он с войны прибыл, он общался с Серго Орджоникидзе еще до ухода на войну. И он находился в отряде красных партизан под руководством Магомед Мирзы Альтамирова, тоже Аздоева. Вот. Сам этот отряд напрямую подчинялся Серго Орджоникидзе. Вернувшись на гражданку, Далаков окончил рабфак, учился в советской партийной школе и в 24 года вступил в партию. Позже по рекомендации Серго Орджоникидзе поехал в Москву и поступил в институт красной профессуры, а уже в 1933 году окончил коммунистический университет трудящихся Востока. Он как закончил этот коммунистический университет трудящихся Востока имени Сталина, он сразу же при нем же прошел высшую военную подготовку. На фронт Осман Далаков ушел в августе 41-го добровольцем. Его сразу же направили в Астраханское военное пехотное училище. К сожалению, его дальнейшая судьба неизвестна. В 43 году он пропадает без вести.
Много тайн в его биографии до сих пор, которые не открыты, не рассекречены. Знал латынь, знал немецкий язык, знал арабский язык. Есть информация, пока не подтвержденная, что владел и французским языком. С каждым годом живых свидетелей той войны остается все меньше. Потомки не перестают надеяться, что смогут хоть что-то узнать об их судьбе. Самое главное дело времени. Главное не забывать. Пока мы их помним, они живые. Информацию о своем дяде Сейнароевы практически искали по всей стране. Обращались в госархивы и музеи. Теперь родственники нацелены на поиски материалов о деде Османе Далакове. Руслан Албгачиев, Сурхок Усиев, Новости 24.